34-й вопрос. Вячеслав Анатольевич Штыров, полномочный представитель Совета Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики. Пожалуйста, Вячеслав Анатольевич. Уважаемые коллеги, в качестве полномочного представителя я являюсь одновременно членом Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и ее президиума. Докладываю вам о том, что на протяжении прошлого года состоялось 4 заседания самой Госкомиссии, 4 заседания президиума, на которые обсуждались и вопросы стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации, и текущие вопросы наиболее актуальны для субъектов Федерации, находящихся в этой зоне. Установилось очень такое конструктивное отношение между Госкомиссией и нашим Советом по Арктике и Антарктике Совета Федерации. Оно реализуется таким способом, что некоторые вопросы на заседании Совета мы рассматривали по просьбе и по поручению Государственной комиссии, для того, чтобы дать экспертную и законодательную оценку тех или иных решений, которые потом принимала комиссия. С другой стороны, на самой комиссии рассматривались некоторые вопросы, которые предлагал наш экспертный совет. Например, вопросы развития проекта Северного широтного пути, Белкамура и другие важные вопросы. Кроме этого, организовано тесное взаимодействие с министерством ведомства, которое занимается арктической тематикой, а головным у нас является Министерство экономического развития. И вместе с этим министерством мы уже разработали закон об опорных зонах в арктической зоне Российской Федерации. Причем наш Совет по Арктике Совета Федерации предложил концепцию и структуру закона, а Министерство экономического развития сделало полное наполнение его содержанием. Мы в первом квартале будем его представлять для рассмотрения в Государственную Думу и будем просить вашей поддержки. Поэтому эта работа, уже есть планы продолжения всей этой работы и на следующий год. Что касается Дальнего Востока, то там тоже действует Государственная комиссия по развитию Дальнего Востока под руководством председателя правительства. Но она действует несколько в ином режиме. За прошедший год прошло всего 2 заседания, на которых я, как представитель Совета Федерации, тоже принимал участие. Организовано тоже тесное взаимодействие с министерствами Дальнего Востока, с головным министерством, Минвостоком, с которым мы дважды в прошлом году проводили такие встречи всех сенаторов от Дальнего Востока и Байкальского региона с руководством Минвостока для обсуждения текущих и перспективных дел, как касающихся практики применения законов, так и возможного развития законодательства. Я думаю, что дальше мы эту работу продолжим. В общем-то, сложились по дальневосточной проблематике неплохие такие контакты и с министерствами отраслевыми, прежде всего с Министерством энергетики, с Министерством промышленности. Сейчас, в связи с принятым сегодня решением, мы преобразуем нашу рабочую группу в такой полнокровный совет по Дальнему Востоку и по аналогии с арктической проблематикой организуем дальнейшее взаимодействие федеральных органов и, самое главное, субъектами федерации. Поэтому работа будет продолжена, и на этом я свой доклад завершаю. Вячеслав Анатольевич, спасибо большое. Вы представляете Совет Федерации в очень важных государственных структурах, и у вас в руках очень важное направление. И Дальний Восток, и Арктика, и Сибирь. И, в общем, вы у нас как дежурный главный по стране, по этому региону. Желаю вам дальнейших успехов и спасибо за вашу активную работу. Информацию принимаем к сведению. Спасибо.